Всем доброго утра, 23 октября. Уток нет, на улице потеплело, весь снег, что вчера падал, растаял. Поднялись до острова, сплавились. Кидаем якорь. В общем, подъехали к нижним продольникам, будем подымать. Закрываем сезон продольников. Сейчас мы это посмотрим, что у нас попалось. Независимо от того, что попалось, все решили поднять. Закрытие сезона идет полным ходом. Так, сачок не будете готовить? Нет. Пока не снят. Веревку что произошло? Походу натяжки нет, да? Натяжки-то точно нет. Ну вот, первый продольник пустой. Давай сразу я буду наматывать, наверное. Ты поднимай, да. Все. Начинаем подъем продольников. Так, мы что-то подумали, что налима нету. А налим есть. А налим, оказывается, есть. Серега говорит, кто-то дергает там. Он просто лежал на дне, да, получается? Да, не шевелился. Так, ближе посмотрим. Видите, штука большая, и налим. Взял? Есть контакт. Вот вами нету налима. Крючок отцепи от шапки. Офигеть. Главное, лежали, продольник поднимать начали, уже нет, налима нету. А он, оказывается, на дне лежал, да? Не шевелился, да. Просто проглотил и лежал на дне 2 дня. Ну, янцикадан трешечка железная. Не знаю, пластиковая может. О, Геннадий Геннадьевич. Это по твою душу работа. Это по твою душу работа, да. А расстегни с поводком, да и все. А, поводок тоже никак расстегнуть. Но. Сейчас сделаем. Главное, не шевелился, потом бах, начал дергаться. Сейчас будем. У меня уже, правда, все пальцы вон покоцаны с этими налево, но он нужен нам живым. Сань, не трогай, сейчас я сделаю. Вот так вот, янцикадан. Так, ну что, начало есть, подъезжаем к второму продольнику. А этот налим, я вспомнил, попался на последний крючок. Там был насажен маленький налимчик. Очередной раз подтверждает это то, что самая лучшая наживка — это мелкий налим. Мы на каждый продольник старались на последний крючок насадить мелкого налима. И вот оно приносит уже результат. Тогда здесь был на втором, да, налим у нас? Да. Так что надежда есть. Раньше времени расслабляться сейчас не будем, как на этом продольнике. Нету. Не, ну так-то сразу снимем. А он, оказывается, на дне. Это натяжка, да, нет? Тут что, гальян. Под мотор попало, да? Нет? Что там, Серега? Налим? Нет? На дне лежит, ну опять налим, наверное. А, это вроде дернуло. Держи. Не-не-не. А? Ничего нету. С последнего крючка кто-то сошел. Сошел. Видишь, накрутило как. Налим был. Был налим. Пусть раскрутится так, отпусти, подними, пусть раскрутится. Ни хрена его там накрутило. И внизу лежал, сейчас сошел, да? Наверное, сейчас, потому что что-то вроде как бы... Вот так вот. Был налим, но ушел. Ну, мотовица. Я уж думал, что за рыба там, бля. Сорвалось. Не, что-то есть, да нет? А почему продольник на дне? Непонятно. Потому что. Да не на дне, это нас, наверное, сплавляет, нет? Мотовицу давай. Пусто, да? Налимчик идет он. А, сдохлый. О, есть, не пусто. Сдох парень. Я говорю, непонятно, килограммовик. Чуть меньше. На. Этого надо жарить сразу. Сегодня пожарим, да.
А этого налимчика что, куда-то в ведро? Этого? Маленького. А смотри, песком весь... Маленькое ведро, да. Я говорю, засыпало продольник. Маленького ведро с этими, потом тоже вместо живца кинем. А, давай его это, отпусти, дай шанс ему, пусть живет. Я же сказал, отпущу, да, всех, пусть живет. Аккуратно сними и пусть живет. Он с пирсингом будет, на губе дырочка будет. На этого попался, как его. На налимчика? Нет. А, на гальяна? Да. О, Серега, гальян работает. Он сразу заматывает, Что, ничего. нету ничего, да? Это чики-флики. Что, как обычно, что ли? На каждом участке по налиму? Да. Ну, тут два получается, если считать маленького. Высота порядок. Так, ну что, закончили с нижним участком. Сейчас в избу перекусим, Нет, чай еще попьем. почему? А, верхние поднимем, да, еще Там 5 тоже. штук. Просто, чтобы не путаться с бутылками, надо веревки было убрать. Выкинем возле. Да. Перекусим и потом выйдем. Нет, Пока сперва всё. поднимем, потом перекусим. Так, решили сразу поднять продольники на втором участке. Или блоки мусорные кидать? Могу блоками кидать, без разницы. Ну-ка, Сань, чем обрадуешь? Ох, это длинный продольник. Что там есть натяжка, нет? Налим был, значит. Значит, если запутано, был налим. Что, не дергает? Собирай. Как тут раз? А он поднялся. А, ну, высоко. Первый пусто. Чуть томатой. Что, второй продольник, да, это у нас? Вот этот налим может даже, видишь, как выйти. Хвост за ведро сделает и Он чуть не вышел. выскочит. Помнишь, как здесь-то тогда через палку? Я же Сане рассказывал, поймал в детстве налима. Пока... О, натяжка есть. Или опять мусором натянуло. Собирай. Что, думаешь, нету? Листья. Что-то мне показывает там, что внизу лежит. Нет? Видишь, вон. Топляк. А, зацеп? Понятно. Точно нет? Нет. Ну ладно, нет так нет. Так, друзья, как всегда мы, получается, раньше времени поставили 0. В конце продольника Серега сказал, кто-то дергает, не успел камеру достать. Вон, язь. Так что у нас в улове уже 2 налима и язь. И по идее у нас осталось еще 3 продольника. Ну вот раз вижу, 2 вижу. 3-го продольника не вижу. Который был самый последний, ближе к берегу. 2 варианта. Или его опять же загребли вместе с неводом, когда не водили возле берега. Ну, один вариант, можно сказать, потому что или кто-то по темноте выстрелил вместо утки. И видать, вчера потеряли 1,5 продольника, сегодня походу тоже -1 продольник будет. Тем временем подъезжаем к 3-й бутылке 2-го участка. И сейчас мы посмотрим, что там. Я скажу, здесь тоже язь, наверное. Стой! Засыпало. А, налим есть. Мелкий налим, второй мелкий, да? Да. 2 маленьких. Все, собирай. 2 маленьких живца. Уже готовые, да? Он там-то мельче, он бы не утонул. 4-й. Да его загребли козлы, эти гондурасы, неводом, бля. Может, на берег выкинули? Браконьеры, да? Гондурасы, бля. Не хотят законной рыбалкой рыбачить. Ну, Зайца не нашли. шишли-мышли, сопли-вышли. Это мы новый груз, да, сюда поставили. Да, этот у нас потеряшка, которую мы потом нашли. И которая сейчас нам поймает налима, нет? Внизу, кстати, видишь, натяжка, налим должен быть там. Да? Или зацеп? Похоже, на налима лежит, наверное, на дне. Похоже на зацеп. Заматывает.
Че нету? О, натянуло так. Зацеп был. Ну вот. Потом опять скажешь, рыба там нет? Нет. Здесь рыбы нет. Это... Ну-ка выше подними. Я же говорю, зацеп. На. Итак, друзья, мы опять на нашем озере, которое уже не раз было покрыто корочкой льда, и каждый раз оно оттаивало. По прогнозу завтра -2, -4, и дальше уже идут холода, оттепели больше не будет. Не вижу смысла держать дальше наши ловушки, чтобы потом не отдалбливать их от льда. В общем, поднимаем и наши ловушки. Завершение навигации, завершение рыбалки, завершение сезона. Значит, и здесь нечего больше делать нашим ловушкам. Оставим только одну тюрьму, где уже пойманы живцы. Ну и заодно посмотрим, влетело что сюда за неделю, нет. Неделя-то прошла, да, где-то уже? От чего? Ну, как мы закинули тут на хлеб-то последний раз. С тобой мы вдвоем или втроем еще были. Сейчас посмотрим. Неделя. Никого. А нет, один маленький налимчик есть. Один малышок. Что, Серега в конец озера пошел? Все, половили. Что у нас тут? Ну да, один маленький налимчик. И мы, наверное, его амнистируем, да? Пусть живет, если здесь... Ой, бляха-муха! Жук опять, блин. Не захотели ловиться. Вон, друзья, такой вот попал. Вон какой жук страшный. И вот такой вот маленький налимчик. Мы его отпускаем. Вот он. Мы его отпускаем. Плавает, други, расти. А жука не отпущу. Блин, такой большой плавунец жук. Так, смотрим вторую ловушку. Кто-то мне говорил, что надо ставить ближе к берегу. Отвечаю, почему не ставлю ближе к берегу. Здесь очень маленькая глубина и очень много грязи. Вот ил. Вот прямо вот здесь возле берега вот я наступаю. Вот здесь я уже утону точно, вил. Так что смысла нету в эту грязь кидать что-либо. Так, тут у нас верша. Опа, карась. А нет, хлеб это, я думал, карась там, блин. Пусто. Можешь пока почистить, абука дышь. От хлеба? От хлеба, ну. Сейчас я еще третью. Отвязать, наверное, да? Отвязать, да. Палки в одну кучу, может пригодятся еще. И третья, последняя ловушка. О, бляха! Кого он стреляет? Утка пролетела. А, вон. Так далеко же летела. Пугает Серега меня. А? Сам? А, ну давай тогда в ловушку кинем. Ловушка здесь. Один все-таки голен влетел, Саня говорит. Один единственный.
Так, что здесь? А здесь пусто. Пусто, ничего нет. Один голян на 3 ловушки. Ну и все. И здесь сезон закрыли. Следующий год надо будет пораньше сюда ехать. Ну вот и все, друзья. Вещи собраны, упакованы, пила. Ну, собрали все, что собрали. Кастрюли, сковородки, тарелки, все помыли. Что я вам хочу сказать, друзья. Утки мы так и не дождались. Наступили холода. Полетел лебедь. Вот, стая за стаей. Не знаю, видно, не видно, но слышно по-любому. Вот она летит, стая. Где-то штук 100. И это, друзья, уже, наверное, 20-я сегодня по счету, если не 25-я. Они периодически где-то минут через 10 летят. Вот север у нас там получается. Где-то примерно с северо-востока летят и на юг, на юго-запад куда-то туда летят. Чисто одни лебеди. Бывает с лебедями небольшая стайка гусей летит. Ну, зум не приближает, но вот если приглядеться, то видно, вот он, клином летят. На реке полный штиль, вода поднялась, вот они наши лебеди. И, как говорят, лебедь летит последний. Может быть, еще немного будет турпан перелетать. Но обещают минусовую температуру на следующей неделе. И это все уже пойдет шуга, и мы будем уже готовиться к зимней рыбалке. Все убрано, полили что в костре. Весь мусор закидали в яму. Петли ты, Сань, убрал, да? Петли. Да. На петли все-таки мы поймали одного рябчика. Продукты так вот в надежде спасти от мышей. Макароны, вермишель быстрого приготовления, все такое, сахар, чай, заварку, консервы, все убрали так, чтобы мыши, надеюсь, так они не съедят, потому что в прошлый раз они висели вот здесь, на гвоздиках, все поели. Основное правило — относись как к своему дому. Ну, мы все так и сделали. Вон. Осталось минимум посуды, ложки, кружки. Да. И покидаем нашу избу до следующего летнего сезона. Я посчитал, 9 месяцев проходит. Можно Ребенка зачать. И вода не нужна? Нет, можно ребенка зачать. Ну, привести ребенка не получится, но вырасти и воспитать. 9 месяцев, представляешь? Ну, я так думаю, в июне уже можно сюда прийти, в июне уже. Не, можно-то и в мае прийти, и в апреле можно прийти, но так-то да. смысла нету. У Сереги аж чуть ли слезы не наворачиваются, прощаются, как говорит. Увидимся, не увидимся с этим ковидом сраным, говорит. Переживем зиму, не переживем. Но будем надеяться, что переживем, и следующие Много друзей сейчас болеют. уже болеют. Сами кашляем вот без голоса до сих пор. Не будем о грустном, не будем о печальном. Сейчас по пути груженные уже проверяем последние, то, что остались. Поднимаем. 7 продольников было, если не потеряли, опять же. Минус 2 продольника мы потеряли все-таки, 2,5 даже. 2 налимчика у нас уже есть. Надеюсь, может там что-нибудь еще и попадет. Ну, получится, добудем утку. Нет так. Нет, так нет. Вчера не показывали, да? Да, одного подранка добили, добрали. Вот. Кинга или, ну, по-нашему, черная утка, да. Попадание дроби вон. В голову, точно в голову. Чтоб не мучилась. А так бы и пришлось подранкам доживать зиму. Красота полная. Просто душа радуется. Ну, конечно, немного тоскливо, потому что всегда как бы тоскливо прощаться. Это
по большому счету, да, прощание с летним сезоном уже. Все, сегодня поднимаем лодки, закрытие навигации. Не знаю, получится ли еще выехать, я пока свою лодку не подниму. Может быть, если утка пойдет, с Романом прокатимся. Нет, такие. Тоже лодку поднимем. И будем готовиться к зимнему сезону. Все, поехали. Поехали. Ну вот и последний штрих. Все собрано, все упаковано. Вот это наш улов. Два, ну три, третий маленький, 3 налимчика. Лестница поднята. До свидания, избушечка. До Через 9 месяцев Да. Будь беременной, роди кого-нибудь. приеду с сыном. Покидаем. До следующего летнего сезона. Все, погнали. Пока собирались, налетала стайка уток. Какие утки были? Прохали. Утки. Еще раз проверьте, телефон взяли. Телефон, да, взяли. Налетело, но метров 50, наверное, налетело в стороне. Ничего не упало. Все, до свидания. Изба, до свидания. Летний сезон. Скоро будет зимний. Поехали. Ну а по пути проверяем и поднимаем наши продольники. Это уже конечная остановка. Первая рыба видна вам. О, первая рыба уже Там видна. налим Здоровенный язь. Налим там? сзади. Большой? Ну, килограммчик. Килограммчик. Это уже здорово. Так, нужен подсак. Этого язя попробуй так поднять, а на налима подсак придется, да? Ну да. Ты это сразу заматывай. А, или ты Я снимать будешь? снимаю, да. Вытащи, а потом... Это плохо. Сань, главное, начало держи. Вытащи, потом распустишь, я намотаю. Иди сюда, брат. Хороший язь. Здоровенный. А там здоровый налим, да? Там налим килограмма 1,5, да. Килограмма 1,5. Да не, Дай сачок. больше. Сачок, дай. Двушечка минимум. Он нас увидел. Видел, да? Начал выделываться. О, наш. Налим наш. Вот я когда за губу попал, да? Ага, за верхнюю. В этом году налим, да, ловится? Офигеть. Нормальный самый вкусный размер, вот эти полторашечки, двушечки. Не, факт он то, что ловятся они. Ну, я говорю, зимой, не знаю, поймаем столько, нет, сколько сейчас по открытой воде половили. Гиль, что-то, хорошо попался. Наш. Все. Вот и третий налимчик. А, вон, мы еще сейчас удочку проверили, по пути был сижок. И вот такая щука. И окунь еще там, да. Так что при всем без клёве у нас уже пол ведерочка есть 20-го. Грубо говоря, ведро рыб поймали. Все, проверили. Теперь сразу заматываем. Пока дотянулся бы уже. Второй
продольник, второй продольник. Что он нам скажет? Что он покажет? Так, Показывает пока листья. листья желтые. О, есть натяжка. Есть. Или засыпала. Топляк. Или что? Почему сбоку было? Потому что насыпало. Непонятно. Это продольник длинный. Собирай. Точно? Да. Не будет как вчера, позавчера. Нет. Не Точно, дёргай. да? Ну ладно. Нет, так нет. Ну вот, как обычно, поспешили с выводами. Заматываем продольник. И Саня говорит, рыба есть там на конце? Чё, ничего не взял нам? Рыба язь. Так что заматываем, если получится, мы его вытащим, но нет, так нет. Так. Вот заматываю сразу на картонные мотовильцы. Потом я это все буду переделывать. Этот продольник слишком длинный. Что, не взяли на ничего? Я с него сделаю два коротких, наверное, продольника, потому что зимой с длинными продольниками проблема. А я их зимой также могу привязать к палке. И скоро, очень скоро мы уже будем рыбачить на эти продольники со льда. Так, и это даже, друзья, не язь, а это налим. Полторашка как минимум. Тяни его, Серега, тяни. Я сачок дать? Надо. Не балуй. На оку не взял? Всё. прикинь? На окуня? Да, вон. О! Кто-то мне говорил, что на окуня налим не клюет. А я вчера окуня насадил. Позавчера. О! Окушок? Черный. А, не, полторашки нету, кило 200 примерно где-то, наверное. По-любому. Может быть. Хороший, самый вкусный размер. Так что потихонечку у нашего в ведре прибывает. Смотри, какой живот у него. Ну. Здорово. Что-то схавал он там в ведре. Поросенка? Живот у него какой. Вижу, он, наверное, всех живцов съел там, с продольника, наверное, всех голянов. Мотай. Третий продольник. Как видно, смовляет там звук. Раз. Серега говорит, что мы рано продольники поднимаем. А как их потом без лодки-то проверять, если сегодня навигацию закрываем? Никак. Где лодки такие? Что там? Опять нет натяжки? Ну, вроде бы здесь точно нет, да? Там, наверное, маленький налимчик дергает. Да. Ну, моллюска. Ясно. Здесь маленький налимчик. Ну вот Серега, как всегда, опять ошибся. Это, оказывается, не налимчик, а целый язь. Язь, тащи. О, ушел. Ушел. Значит, не надо. Язь ушел. Точно не. Слава богу. Точно не, слава богу. Впереди зима долгая. Язь за радость будет поймать. Солдата попадется. Надеюсь. Может, в этом году, если на камне Лишь бы малявка была. Малявка, если будет, попадется. будет язь, да? Правильно, если нарезку жрет, блин. Будем надеяться. Замотал, да? Да. Четвертый продольник. Налим будет здесь. Пятишка. Серьезная заявка. Да. Ставьте. Делайте ставки, господа. Делайте лайки. Что-то есть. Ну что, Серега? Яй. Язь? Собирай. Подожди. Ну-ка, подними вверх, выше покажи. Пока непонятно, что там. Мне кажется, не плывет. Да. Проиграли. Не попали. Нет пятишки. Мамбу. Сережа, любишь мамбу? Я люблю рыбу.
Ирину. Вот какой у нас Сережа. Ну чё, а налима не любишь? О, это на пьянь попался. О, я шевельнулся, значит, да? Не было же его? Ура, Серега, да? Ура! Серега так радуется, когда я взял ловит, он вообще. Сейчас кидаю его в ведро. Какой красавец! И сколько у нас еще? Один остался? Нет, два. Еще два. Серега сказал, что на том будет трешечка железно. Сейчас мы это посмотрим. Запас вообще минимум, да, остался уже? Вода прибывает. Полметра где-то и все. А, постреляли бутылки. Ну-ка. Дробью, что ли? Да. А, Вместо утки бахнули, да? Чудики, блин. Какой-то дурачок вместо утки бахнул. да просто, наверное, со злости. Я даже знаю, кто. Вова. Нет. Проня. Нет. Подробие узнаю, да, скажи? Да. Бутылки стрелять у нас умеет народ. Что там? Травки нету. Это хорошо. А, трешки нет, да? Это хорошо, еще не утонула совсем бутылка, на плаву держалась. Если бы вода прибыла на бульки, все, воды бы набрала полную и утонула бы. Ну, хорошо, хоть продольник спасли. Рыбы нет. Еще остался у нас один продольник. Ну вот и крайний продольник. Лодки одна за другой все закрывают навигацию, бегут от морозов. Не, продольники проверяем. Что говорит? Сундука. Это код НТ. Видишь, какой народ. Видишь, стоим на якоре, остановились и спросили, не случилось ли у нас чего. Может, нужна помощь, так что Мотор сломался или чего ли. благодар от нас большой вам. Не знаю, кто такие, но если увидели у себя на канале, то огромное вам спасибо. Были бы все такие. Некоторые проедут мимо, даже если махать будет, не остановятся. Этот не махали, ничего, видит, стоит на якоре, остановились, спросили, случилось, что не случилось. А что там, что, Серега, ничего не случилось там на продольнике? Ничего не случилось. Ничего, да? 3 налима, это будет наш окончательный результат. Да. Ну все, рыбалка по открытой воде у нас окончена. Снасти все собраны, все подняли, все убрали. И завершающий улов у нас на сезон открытой воды 2021 года. Пол ведра 20-литрового. Есть щука, есть налим, есть язи, даже сижок там есть. Есть коту там живцов несколько. Не пусто, и то хорошо. Самое главное, то, что не браконьерским методом все добро. Да. Все четко. Полная лодка барахла. Сейчас мы это все отвезем и оставим до лучших времен, до следующего сезона. Все, увидимся на берегу. Все. Загрузили полностью машину. А? Ну, хорошо. Вот, полностью загрузились. И теперь ребята пойдут на лодке. Будем поднимать лодки. Вот как-то вот так вот примерно они будут выглядеть. Все, встречаемся на берегу. Подняли обяжку на зимовку,
Подняли казанку у брата на зимовку. Еще совсем недавно, вот в этом же составе Серега, Саня, я забирали эту обяжку по насту, везли на Печору, на Весновку. Так, у нас навигация открывается. Мотор, якорь, бензин. У нас впереди большие приключения. Как мы видим, у нас уже полным ходом идет весна. Вот. А теперь все, опять уже она перевернута, опять готовится к зимовке. Были думки отвезти ее по открытой воде, но потом порешали и построили планы, что весновка там будет, но стан у нас, палатка Алтай, будет немного в другом месте. И что-то так порешали, что как бы изначально обяжка будет не нужна, будем справляться с помощью резиновой лодки. Ну а потом, когда уже лед уйдет, можно будет отсюда выехать прямо на обяжке. Казаночку свою я еще пока оставляю. Может быть, завтра еще пригодится. Пока еще навигацию я не закрываю. А две лодочки у Сереги, Саня, сейчас мы поднимем и тоже оставим на зимовку. Еще немножко. День затянуло, да, уже начало темнеть. Так, еще одна лодка у нас на зимней стоянке. Осталось поднять еще одну лодку. Вон. Вода до куда, Серега? Вода сюда, да, прибывает? До кустов доходит. До кустов доходит, выше нет, да? До этой будки? Да. Ничего себе. Это ж какой уровень, да? Охренеть. Метров 5, наверное, получается. Он горит. До этой будки доходила вода. Будка через год неважная будет. МТП. Все. Еще одна и все. Нормально. Ну вот и пятая лодка на сегодня обрела зимнюю стоянку. Санькина. Обратите внимание на итальянский замок. Зачем? Вот и такие замки в деревнях. Все на сегодня. Моторы что куда? Все покоцано? Тут да, вода затекает. Походу, да. Думаешь? Ну, отвалился кусок. Не, это же крыло, как бы, ну, сюда не должно заходить. Чего? Вода? Да. У меня тоже вода течет с этого. У тебя как новая это течет? Нет, течет вода оттуда. Кто-то же весной поворачивал, блядь, вот что за хрена вода идет? Потом живете, ничего страшного. Не знаю, откуда течет так много воды. А? Не знаю. Через нос, возможно, тоже. Ну вот и все на сегодня. Лодки подняты. Навигация закрыта. Но повторюсь, я еще лодку сегодня поднял. Может быть, возможно, еще завтра выеду или послезавтра. Нет, так с Ромкой поднимем потом отдельно. Главное, основной вот этот подъем. Подняли все лодки. Вот мужики тоже пришли, помогли. Ну и на лодку тоже подняли. Ну вот и все, друзья. Навигация 2021 закрыта. Теперь мы встретимся только по закрытой воде. Следующая встреча будет на льду. Да? Да. Встречаемся на льду, друзья. Всем пока. До встречи на канале Коми Рыбак.